Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле милләттәшләр. Һеҙҙе Силәбе башҡорттарының үткәнен, бөгөнгөһөн һәм киләсәген сағылдырған Уралым тапшырыуында сәләмләйбеҙ. Һаумыһығыҙ. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас на главной передаче «Башкир» Челябинской области в программе «Уралым». Челябинцы почтили память Рамазана Шагалиева. Советник президента России по правам человека привел в пример работу башкирского курултая. Это вот тот опыт, которого могут учиться другие народы. Дин һәм милләт айрылғыһыҙ. Сабантуй в металлургическом районе Челябинска был посвящен светлой памяти поэта, музыканта Рамазана Шагалиева. Именно в этом уголке южноуральской столицы он сумел создать легендарный ансамбль народного танца «Айгуль», который существует более полувека и стал визитной карточкой региона. Как бы даже и не поверил, что в нашем парке будет такой красивый, замечательный праздник Сабантуй, вот, где могу я увидеть многих знакомых, родственников, покатать дочку на аттракционах. Конечно, свою культуру не надо забывать, надо всегда свою культуру поддерживать. Стараемся соблюдать наши традиции, наших предков. Ученики Рамазана Шагалиева по всей области продолжают дело своего наставника в продвижении национальной культуры. Директор детской национальной студии «Афарин» Майтап Валитова признается, что любовь к родному народу, которую она смогла заложить в сердце этих маленьких артистов, тоже заслуга Рамазана Нургалиевича. Благодаря знаменитому южноуральцу, который мог разглядеть таланты из народа, она приехала в Челябинск и начала работать с детьми. Когда работала в Сарино, художественным руководителем, Рамазан Нургалиевич к нам приехал на гастроли, и я тогда, увидев его, мечтала, думаю, какое счастье общаться с этим человеком. И действительно, через какое-то время он меня пригласил работать режиссером народный ансамбль танца и песни «Айгуль». И я с ним очень долгое время работала, научилась очень многому у него. На празднике повсюду можно было увидеть следы бескорыстного труда в национальном поприще Рамазана Шагалиева. Рамазан Шагалиев, мен ислайым нейтіп, елдің атаға етіп, бұл шоқатым ақылды, шоқатым не, мәрхәмәтлі кешелерге болды. Екі баламды ла, екі малайымды ла, қызымды ла, ерға бейуге үйретіге келгейнем. Ол тура өзлі болды, Рамазан Шагалиевич. Почтить память Рамазана Шагалиева и поздравить с праздником Сабантуй приехали гости со всей области. Среди них были его родственники, друзья, земляки, представители национальных организаций области. Со сцены звучали родные мелодии, народные танцы, то, чем дорожил и гордился знаменитый музыкант. Официальную делегацию из Башкортостана в Свердловский областной Сабантуй возглавил заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Салават Сагидов. Всего из республики на мероприятие приехали более 100 человек. Я хотел бы сказать, что я сам могу сказать, что представляю Башкортостан на территории Свердловской области. Я сам родился в городе Салавате, Республики Башкирия. Салават Алгатович со сцены зачитал поздравления с Сабантуем от главы Республики Башкортостан Рустема Хамитова. Затем вручил благодарственные письма активистам башкирских общественных организаций. Приз «Цветной телевизор» от Башкортостана достался победителю скачек, уроженцу города Сибай Алмазу Шугурову. Сегодня Свердловская область получила большой подарок от Республики Башкортостан, потому что здесь именно вот эту красоту, именно всю мощь башкирского народа республика показала в самых лучших ее традициях. В этот день к башкирской культуре мог прикоснуться каждый гость праздника. Желающие стреляли из лука, приобретали башкирскую атрибутику, пробовали национальные блюда. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Татарстана Рустем Минниханов ощутили дух башкирского воина в национальных меховых шапках, переданных Рустемом Хамитовым. Подворье в национальном стиле с двумя юртами выставила администрация Хайбулинского района. А на большой сцене продемонстрировали свое мастерство артисты Уфимской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова и ишимбайского коллектива танца «Берхамут». От местных башкир на Сабантуе приняли участие Башкирская национальная культурная автономия Свердловской области, региональный Курултай и Башкирский народный центр. Они выставили 5 юрт, создали национальный колорит и встретили почетных гостей. Һуңгы йылдарда халык рухи дөньяһына игътибарды ныгырак бүлә башлана. Ямгыятьтәге был ыңгай күренеш дин менән бәйле. Был фикерде Коншак районының дин әһелләре лә йөпләй. Дини байрамдар, исламның фарыз гамәлләрен милләттәшләребез башкарып килә дип шатлана улар. Бүген Түләк авылының 2 мәсҗидендә лә авылдашлар исламның күркәм йолаларын башкарырга йыелган. Халкыбыз тырыша. Рәхмәт авылның яшьләренә,
Yardım etseler. Cuma günü yığılab, аксаһы халык булып тора, халык гаман ярдәм итә, килгән халык. Мы желаем, чтобы деревня процветала, чтобы наша вера крепла, чтобы мусульмане жили дружно. Сладкое дают, чай пьют, вот так делают. Аллаһы Тәгалә үз тамырларыңды белүде, нәҫел иптәрен дәвам итеүҙе хуплай. Совет заманының дингә ҡаршы сәйәсәте осорондағы тап милли йолалар ярҙамында халҡыбыҙ иманын һаҡлап ҡала алған да инде. Уларҙың береһе мөнәжәт. Был жанр беҙҙең яҡта бигерәк тә нығыраҡ таралған. Милләттәштәребеҙ дин һәм халҡына хеҙмәт итеүҙе берҙәй дауам итә. Түләк ауылының икенсе мәсетенә ауылдаштар нәҫел байрамына йыйылды. Етеп онды белһәң, ул зур бәхет. Халықтың арасын татулықты нығыта, дуслықты нығыта, бір-біріңе ярдам етешеу, не ету, ондай қайынды. Біз бит, анау Разилия власть өтіңіне ойғынып, әрбірі қоймалар менен құрылып, мен бір жұртымдылы қойма менен ұратыма ташқаным жоқ. Посмотреть, где живут, где радуются, где праздник, вот сюда приехал. Коншак районы ҡатайҙарының тарихы бик бай. Бында Ҡулый күпәс һәм Маянһылыу эпосы барлыҡҡа килгән. Райондаштарҙың Балҡан тауы урынлашҡан. Ошондай данлы төбәктә йәшәүсе яҡташтар мотлаҡ үткәнен белергә тейеш ди аҡһаҡалдар. Һәм бының өсөн улар бар көсөн һалған. Ҡатайҙан алып, Испанияғаса беҙҙең халыҡ таралған, Ҡатай ырыуҙары. Ҡайһы халыҡтарына ҡарама, барыһында ла беҙҙең тамырҙар. İngilizlərində də, немецlərdə də, Bolgarlarda, Vengerlərdə. Dürüsün əykəndə İspaniyalı, hatta İtaliyalı. Коншак районы мине эшкә өйрәткән район. Рәхмәт Коншак районына, һау булһам тагы килергә тырышырмын. До 7-го колена у нас положено знать своих родных. Вот своим молодым племянникам, родственникам, всем молодежи решили познакомить с этим праздником, чтобы они знали свой род. Аллаһы Тәгаләнең ҡушҡанын үтәп, тыйылғандарынан баш тартып, ул яратҡан ғәмәлдәрҙе башҡарып йәшәгән ауылдаштарға фани донъя ниғмәттәре лә килеп тора. Уларҙың донъялары бөтөн, йорттары төҙөк. Ауыл иман нурынан балҡып, халҡының хәләл хеҙмәттәре емештәренә төрөнөп йәшәй. Челябинск посетили советники президента России по правам человека. Председатель Совета Андрей Бабушкин решил узнать, как чувствует себя коренной народ Урала, и встретился с башкирами. За круглым столом представители башкирского народа Челябинской области рассказали Андрею Бабушкину об истории и культуре коренных жителей, ознакомили с национальными проектами. На меня произвело очень большое впечатление и практика выезда сюда учителей башкирского языка для повышения квалификации учителей, преподающих башкирский язык в школах. Это и сотрудничество предпринимателей Челябинска, Башкортостана, в том числе и для развития национальных производств и национальной культуры. Я думаю, что это вот тот опыт, которому могут учиться другие народы, как поддерживать свои общины, проживающие за пределами той республики, которая носит название этого народа. Но вместе с тем, конечно, мы видим, что есть проблемы, и одна из этих проблем – это проблема подготовки национальных кадров, да, и вот то, что институты оказались под покровительством федеральных властей, оно привело в данной ситуации к негативным последствиям. Естественно, мы будем тоже об этом говорить, естественно, мы будем поддерживать здесь ту позицию, которая была озвучена представителем Республики Башкортостан в Челябинской области, будем ее поддерживать для развития, сохранения национального многообразия. В беседе участвовали и нагайбакцы, которые считают себя отдельным народом, имеют свою уникальную историю. Стоит заметить, многие этапы истории нагайбакского народа пересекаются с башкирами. Участники круглого стола запланировали проведение конференции с привлечением как башкирских ученых, так и нагайбакских. Прошел отчетный концерт продюсерской студии «Юндот». Организаторы напоминают, что их двери открыты новым талантам. Артисты башкирской эстрады Челябинской области 3 года назад объединились под знаменем продюсерского центра «Юндос». Изначально проект был ориентирован больше под вокал, затем со временем здесь начали готовить и артистов хореографии. И с каждым я занимаюсь индивидуально. Все, конечно, очень стараются, все ходят те, кто действительно хочет заниматься, кому действительно это интересно. В студии 20 воспитанников, начиная от 3 лет и заканчивая 15 лет. Также у нас детки выступают, у нас танцуют на концертах, на сабантуях. Мы выезжаем на различные международные конкурсы, фестивали. Первый большой отчетный концерт по танцевальному искусству юндозовцы показали челябинскому зрителю. Были представлены как народные башкирские танцы, так и современная хореография. Наши дети здесь участвуют. Ходим к Милене Гарифуловне.
Эмоций очень много. Бұл концерттер бүтін райондарман участвует везде. Мотор концерт, яны номердар бар. Бәләкәй балдар выступает. Бик мотор, бик шат. Ну и девочки наши, и ансамбль Милены, группа. Молодцы, что занимаются, дети наши занимаются. Спасибо им большое. Участники Йондос проводят и национальное шоу, дискотеки, концерты. Они активно выступают перед уфимской публикой, зрителями Курганской, Челябинской, Свердловской областей. На днях одна из участниц, Аделина Садыкова, прошла в финал конкурса народного танца «Баик», а новый набор обучающих курсов откроется с сентября нынешнего года. Возраст желающих не ограничен. Наша творческая команда провела фото- и видеоконкурсы, посвященные национальному празднику Сабантуй. Благодарим всех участников и предлагаем вашему вниманию лучшие работы наших конкурсантов. Участница национальной студии «Афарин» Искрина Исламова успела завоевать популярность. Башкирский танец с ведрами, отражающий трудолюбие маленькой девочки, знаком южноуральскому зрителю. В этот раз она завоевала сердца и жителей города Кыштым. Удачи тебе, Искрина! А автор видеоролика Земфира Исламова получает от Уралым подарок. Константина Филитова в Магнитогорске знают не только как первоклассного видеографа и фотографа, он является еще и сотрудником Магнитогорского дома дружбы народов. По долгу службы молодой человек изучает культуру разных народов, башкирские традиции, и праздники полюбились ему своей яркостью, открытостью и гостеприимством. Константин получает от нас башкирский мед и чай. Наша передача подошла к концу. Смотрите нас на канале ОТВ в 12:30. До новых встреч! Ошының менән тапшырыубыз тамам. Безне ОТВ каналында көтүп калыгыз. Киләһе очрашкандарга тиклем. Также наша передача доступна в сети интернет по ниже указанным ссылкам.